Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу.опоры. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрлы киш. Итак, мы продолжаем серию итоговых программ. Провожаем этот год, 2023. Сегодня тема программы очень сложная и важная. 12 наших земляков в ходе СВО были удостоены звания Героев Российской Федерации. 4 из них посмертно. Но это лишь первый ряд той большой армии героев, которые сегодня защищают Родину, помогают жителям новых регионов России. И вот наша тема, наша задача сегодня, задача страны, Татарстана, поддержать наших бойцов, поддержать жителей новых регионов. И сегодня в этой итоговой программе мы пытаемся понять, что мы сделали за этот год, чтобы поддержать наших бойцов, чем мы смогли помочь их семьям. С удовольствием представляю наших экспертов, и я надеюсь, что эти итоги будут, наверное, очень важными и ценными по ту сторону сражения. Гузель Убийцевна Удачина, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан. Хайрлы киш. С нами сегодня Анна Вячеславовна Мубаракшина, руководитель направления адресной помощи семьям республиканского движения «Иордамия. Нашей помощи рядом», руководитель регионального отделения Всероссийской организации «Волонтеры-медики». Рада вас видеть. Впервые с нами в студии Владислав Валентинович Кузнецов, руководитель центра «Батыр». Приветствуем вас. Зуфар Вахитович Давлетшин, специальный корреспондент программы «7 дней», журналист, который весь этот год отработал тоже на передовой СВО. Владимир Сергеевич Малыгин, руководитель Нурлатского военно-патриотического клуба «Легенда». Рады вас видеть, хорошо, что вы приехали. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. И для начала все-таки давайте попробуем немножко такую личную окраску, что ли, дать этому уходящему году. Вот под каким знаком лично для вас на вашей должности прошел этот год? Под каким знаком, символом, под каким вот таким, какое главное ощущение остается? Гузель Убийцевна, с вас начнем, потому что фонд появился 1 июня этого года, это дата рождения самого фонда. Вот что для вас лично, как кардинально изменилась ваша жизнь, ваши ценности, восприятие, что произошло? Моя жизнь, моя трудовая деятельность в этом году, конечно, прошла под знаком рождения совершенно новой для Российской Федерации структуры, которую мне посчастливилось возглавить в Республике Татарстан. Это очень короткий период становления этой организации. И сегодня можно сказать, что фонд «Защитники Отечества» в целом по Российской Федерации состоялся. И сегодня в Республике Татарстан работают порядка 70 сотрудников нашего фонда. Это все люди, которые сегодня призваны и добросовестно выполняют свои обязанности, свою такую очень важную, нужную работу по поддержке тех ребят, которые возвращаются на зону специальной военной операции, и по поддержке тех семей, их семей, в том числе семей с потерей. Хорошо, спасибо. Анна Вячеславовна, для вас тоже этот год стал таким переломным, все-таки больше волонтеры-медики мы вас знали, да? А этот год вас абсолютно, не то что вы не изменили, скажем так, направление работы, но возглавили больше, наверное, больше объем работ на себя взяли. Вот как лично оцениваете сам вот этот год на новой должности? Скажем так, что в первую очередь мы испытываем большую гордость за наших ребят, которым мы помогаем, с которыми мы работаем. И что стоит отметить, что в этом году мы действительно еще раз убедились в поддержке нашего населения для тем, кому помощь действительно необходима. То есть мы, добровольческие организации, мы всегда помогали и находились там, где это нужно, и сейчас мы в этом еще раз убедились. Это, конечно, большая поддержка наших военнослужащих, то, что мы сейчас оказываем какую помощь, и, естественно, это поддержка семей данных военнослужащих. Поэтому в целом еще раз гордимся и еще раз поддерживаем и население нашей республики, и, естественно, военнослужащих, которые сейчас нам помогают и защищают нашу Родину. Владислав Валентинович, а для вас этот год, для Батыра и вас во главе Батыра? В частности, для меня огромные изменения произошли, потому что я ушел на пенсию силовых структур, устроился, получается, в центр Батыр, возглавил его. Конечно, в такое очень сложное время для страны возглавили. То есть достаточно сложно, мне кажется, было принять решение. Осознание того, что хотя бы в какой-то на этом маленьком этапе, на начальном, я могу чем-то помочь, оно было основным для меня в принятии решения в трудоустройстве. Естественно, коллектив обязательно, они приложили колоссальные усилия, то есть объем работы выполнен очень большой, поэтому им огромное спасибо, конечно же, за это. И гордость, конечно, гордость за то, что мы все-таки можем
способны помочь хотя бы на вот начальном маленьком на своем этапе. маленьком, возможно, Да. где-то участке. Да. Зуфар, у тебя тоже этот год переломный, в принципе, даже в журналистской карьере. Я сейчас не говорю там про победы фильмов, документальных и так далее. Но группа ТНВ под твоим руководством впервые, одна из первых татарстанских журналистов, Наверное, да, вот я не знаю, по крайней мере, с ТНВ точно мы первые были. которые оказались на передовой. Причем Да. это первый раз вы выехали декабрь прошлого Как раз года. ровно год прошел, да, вот мы отметили, да, очередной командировкой, первую годовщину. Вот только нашей вернулись, командировки. Да, вот в начале декабря 2022 года мы там были, вот буквально тоже 2 недели назад вернулись туда. Ну, год прошел, да, вот под знаком этих командировок туда, то есть для меня это, да, то есть так, кардинальная смена журналистской деятельности, до этого я как-то больше себя позиционировал как политический обозреватель, да, как парламентский корреспондент, и тут вот так вот оно повернулось, ну, совершенно не жалею, да, то есть это, ну, новая сфера деятельности, там, где нужен, там и работаем. Хорошо, спасибо. Владимир Сергеевич, вот что-то могло в патриотическом клубе как-то вот этот год, насколько изменил он работу в вашем патриотическом клубе, учитывая, что в большей степени вы с молодежью, поисковые движения, да, то, что у вас есть, либо все-таки этот год каким-то образом повлиял и видоизменил, скажем так, либо новые тренды, новый вектор развития был задан? Ну, в наше время, в очень сложное время, приходится перестраиваться, потому что когда не было войны на Украине, мы просто занимались патриотикой, с детьми работали, искали, подключали Черепану Михаила Валерьевича, где-то списывались с другими, в общем, поисковыми отрядами, искали без пропавших, то есть по медальончикам, в общем, выискивали, по крупишке собирали. Но в наше время просто мы сейчас объединились, и я говорю, ребят, надо сейчас что-то делать. Нужна любая помощь. Даже, говорю, когда спать ложитесь, думать, а как там ребят наши? Вот давайте мы будем делать буржуйки. В общем, мы уже целый год почти занимаемся изготовлением буржуек, в общем, собираем гуманитарную помощь, собираем постельное белье, в общем, нательное белье. Наши жены шьют трусняки ребятам там, в общем, сотрудничаем со школьниками, школьники пишут письма. Даже вот в последнее время, когда ребята объявили, сказали, что очень много мышей, надо что-то сделать. Ну, мы логически рассудили, прикинули. Там, кто говорит, деготь. Во-первых, от дегтя болит голова. Во-вторых, от клея. Клей зимой, в зимнее время он не пристает. Мышь не пристает к нему. Время, вот в такое время. Просто они, мышь пробегает ему, выбегает и пачкает постель. И что изобрели-то? Мы изобрели что? Мы взяли просто котят, отправили туда, и сейчас мы самые первые, в общем, сделали клетку, давайте, в общем, отправили котят. Котят прижились, и сейчас, я говорю, ребят, то они звонят, я говорю, пожалуйста, только их не кормите, их будешь кормить, они ублинят. Но действительно, вот сейчас мыши, и буквально вот позавчера приехали ребята из Казани, забрали у меня 13 буржуек, всего уже отправили у меня 126 буржуек, сейчас 9 буржуек в стадии готовности. Но газовый баллон в районе уже, можно сказать, что каждый оставил себе, там, может, поросенок полить. А так начали делать ресиверы из-под фреона, маленькие переносные буржуйки. В общем, дела двигаются, идут, организация прекрасно помогает, в общем, дело двигается. Хорошо, чуть позже, да, уже подробнее расскажете, но про котов вообще потрясающая история, мне кажется, Зуфар уже даже заинтересовался в качестве репортажа для своей программы. Фонд защитника Отечества, все-таки это, наверное, главное событие этого года, вот в этом направлении. По принципу одного окна, как была вот поставлена задача президентом страны Владимиром Путиным, в общем, с первого дня эта работа выстраивалась именно так. Было 45 социальных координаторов, сейчас вы говорите 75, или это общий коллектив? Общий коллектив. Это общий коллектив. 69 человек сегодня по Республике Татарстан. Что за эти, полгода? Да. Как фонду. Полгода. Насколько серьезная работа была проделана, на ваш взгляд? Чаще всего кто обращается, по каким вопросам, с чем сталкиваетесь? Одним из результатов, наверное, нашей деятельности является и главным результатом, то, что в адрес социальных координаторов, главных сотрудников нашего фонда на сегодняшний день обратилось более 6200 человек. Фонд узнаваем, про социальных координаторов сегодня знают, и люди приходят и обращаются за помощью. Мы, конечно, готовы на сегодняшний день, именно готовы профессионально, готовы эмоционально, и мы желаем помогать тем людям, которые к нам приходят. Это, наверное, главное. То есть есть сегодня доверие, раз люди к нам обращаются.
более Вот, 10 когда вы тысяч только различных... открывались, да, вы говорили, что есть, ну, не то, что проблема, очень сложно было, вы сами искали, кому помочь, да? Сегодня переломилась вот эта ситуация? Вы знаете, вот сегодня пятница, и обычно в пятницу у нас было меньшее количество людей, обращающихся в филиал. Вот по сегодняшнему дню только я смотрела, что постоянно кто-то приходит, даже в филиал, который в городе Казани. То есть даже пятничные дни сегодня достаточно активны в плане нашего прихода в наши стены наших клиентов. Ну, что хочу сказать. Вопросы, тематика вопросов особо сильно у нас не меняется. По-прежнему самой большой проблемой для людей на сегодняшний день являются те денежные выплаты, которые военнослужащие должны получать, принимая участие в специальной военной операции. Это иногда ребята к нам обращаются, которые находятся в отпусках, дома. Иногда их члены семей обращаются, когда у них возникают какие-либо вопросы, все ли денежные средства они получают, либо выплаты, связанные с ранением. И, конечно, здесь мы даем соответствующее разъяснение, выходим на воинские части, выходим на госпитали. Иногда обращаемся и к главному военному прокурору в случае необходимости. Но самое главное добиться для того, чтобы справедливость была установлена, все те выплаты, на которые рассчитывают военнослужащие на сегодняшний день, и главным образом их семьи, которые оказываются без кормильца дома, чтобы они все эти выплаты получили. Безусловно, оказание медицинской помощи. Это тоже очень важно. И это как раз вот то обращение, которое не терпит какого-либо отлагательства. Да? И мы прекрасно понимаем, что даже боец, который вернулся на время отпуска домой, конечно, он лучше бы использовал это время для того, чтобы поправить свое здоровье. И сегодня двери всех абсолютно медицинских организаций открыты для наших действующих военнослужащих, уволенных с военной службы. Сегодня не делают никакой разницы вот в статусе наших ребят. И это очень здорово, это то, что организовано сегодня в республике. Ну и главное, когда ребята возвращаются уже в зону специальной военной операции, вот здесь уже, конечно, вопрос и их медицинского обслуживания, их диспансеризации расширенной, углубленной, их медицинской реабилитации является для нас приоритетной. И, конечно, каждый боец, который к нам обращается, каждый ветеран боевых действий, он получает с нашей стороны соответствующее направление, соответствующее консультирование и сопровождение в любую медицинскую организацию, которая потребуется для того, чтобы поправить свое здоровье. Насколько уже успешно выстроилось межведомственное взаимодействие, потому что мы понимаем, что во многих вопросах это и Минобороны, в том числе, да, самое сложное, наверное, вы знаете, процесс. взаимодействие абсолютное по всем направлениям. Мы активно взаимодействуем и с военными структурами на территории Республики Татарстан, и военные комиссариаты все, и военная полиция, военная прокуратура, военные суды. Это все эти структуры новые для нас. Военный госпиталь, безусловно, да, который находится на территории города Казани. Вот буквально на днях мы везем наш военный госпиталь, где проходит лечение ребята со всей Российской Федерации. Везем поделки, рисунки наших татарстанских детей со всей республики к Новому году. Мы назвали эту акцию «Рисуем». Мы рисуем для бойцов. Это рисунки, которые пойдут в наши госпиталя и будут, ну, наверное, приносить радость определенную, да, и поддержат наших ребят-бойцов. Моральная поддержка, морально, да? Психологически. Это тоже очень важная составляющая. Поэтому со всеми военными структурами работаем очень четко. Про республиканские органы власти, про муниципальные структуры говорить даже не приходится. Здесь взаимодействие с самого первого дня работы фонда было налажено и действует работа. Гузель Любисовна, сейчас все-таки с этими детскими рисунками, поделками. Мы помним репортаж Зуфара Давлетшина, когда... Вспоминаются эти кадры. Насколько это важно? Расскажи, Зуфар, пожалуйста. Мы снимали, да, в батальоне Тимир как-то, и один военнослужащий подошел, сказал: вот мне вот девочка вот прислала письмо, можно я его зачитаю, скажу ей спасибо. Оказалось, да, парень из Заинска, учитель сам. Письмо от девочки из Мамадыша, то есть он зачитал, потом решили, что он тут же прям напишет ей ответ, при нас написал ответ, и тут все мы показывали, потом привезли это письмо в Мамадыш, показали и его благодарность этой девочке, и зачитали ответ. Это, конечно, было очень неожиданно и для лицея в Мамадыше, но для нас в первую очередь, да, вот... После этого еще много раз убеждался, что вот вроде, ну, вот эти вот прожженные, скажем так, мужики, да, взрослые мужики, которые рядом со смертью каждый день ходят под обстрелами, и они очень трепетно относятся к этим вот детским рисункам, к этим детским письмам, они у них в блиндажах висят, они их вот носят с собой. Это было, конечно, вот удивительно, так приятно, удивительно, неожиданно.
Если позволите, я дополню. Да. То есть мы вот эти полгода достаточно много общаемся с детской аудиторией, с ребятами, подростками, студентами, вместе с нашими ветеранами. И для меня вначале было тоже таким откровением и открытием, насколько значимы вот эти детские рисунки и письма для наших ребят и бойцов. Вы знаете, вот времена меняются, люди не меняются. И насколько это было важно для наших бойцов во время защитников нашей Родины, во время Великой Отечественной войны, значимость это нисколько не меняется в сегодняшние дни. Один из наших ветеранов в общении с детьми, которые задали ему вопрос, вот мы вам пишем письма, они вообще до вас доходят, нужны ли они вам? Он сказал, вы знаете, вот каждый из нас, их было 4 человека, наших ветеранов, у каждого вот здесь вот сейчас его письмо того ребенка, который он прислал. Лично я, когда возвращался, у меня было письмо девочки из Волгограда. И я дал себе слово, если все будет хорошо, я обязательно встречусь с этой девочкой. И по пути домой он заехал в Волгоград, встретился с этим ребенком вместе с ее мамой, высказал слова благодарности, насколько это письмо и слова проникновенные этого ребенка его поддержали в самую трудную минуту. Поэтому это очень важно, мы очень верим в эту работу, и поэтому вот эту акцию накануне Нового года мы тоже организовали с детьми Татарстана. Казанские наши военнослужащие тоже, вот, приезжая в отпуск, они вот узнавали адрес там где-то, если там ребята пишут адрес свой, поэтому обращаюсь, да, пишите свой адрес, да, потому что бойцы, они вот, приезжая в отпуск, они прям навещают эти семьи, этих девочек, с подарками приходят, потому что, ну, действительно, это, для них это важно. Вот как-то. На это все, каждую неделю, наверное, ТНВ освещает, в том числе в новостях, отправку гуманитарных грузов. И вот на этой неделе очень много как раз коробок с наклейками, новогодними открытками, то есть оформлены новогодние подарки. То есть вот это вот та самая ценность жизни, да, вот эта поддержка в чем заключается. Да, есть... Вот нам просто... Нурлатские коты-то там, да, уже. Вот что из самого необычного, может быть, вы отправляли или что-то приносили необычные люди? Может быть, есть какая-то тоже такая история, как про котов, которую мы еще не знаем? Но стоит отметить, что мы все-таки стараемся по необходимости собирать те вещи, которые необходимы нашим бойцам на данный момент, в зависимости от сезонности. Ну и, естественно, сейчас у нас уже наши бойцы подготовлены полностью к зимнему сезону. Это и буржуйки, печи, и газовые баллоны, то есть термобелье, наши волонтерские организации все это шьют. Ну и, конечно же, у нас есть одна пожилая женщина, которая на постоянной основе, неважно какая погода, неважно какой сезон, лето или зима, это осень, она все время звонит, спрашивает, что необходимо, и все время она сама вяжет носочки, в которые вкладывает свои пожелания, и если у нас даже есть видеоролики на нашем сайте, где бойцы открывают эти носочки с этими пожеланиями и действительно очень чувствуют поддержку нашего населения. Ну и по гуманитарной помощи за этот год было примерно 9 отправок, то есть это не только продовольственные товары, это не только одежда, не только необходимые инструменты, бензопилы, медицинские препараты, но это еще и машины, то есть также организации передают машины. К счастью, у нас очень много общественных организаций, партнерских организаций, которые действительно ощущают свою необходимость и помогают нам и с помощью материальных средств, которые перечисляются на наш фонд «Акбар Созидание», с помощью которого мы сможем закупать необходимое. Ну и, конечно, стоит отметить, что все отправки, которые у нас есть, то есть мы собираем заявки непосредственно от командиров подразделений, для того, чтобы у нас было четкое понимание того, что именно сейчас, да, что именно сейчас и какому батальону, какому полку необходимо. А так, в общей сложности более 1200 тонн за этот год было отправлено гуманитарной помощи абсолютно в разные направления, где есть наши земляки, где есть наши бойцы из Республики Татарстан. Но еще, конечно, это также отправляется гуманитарная помощь мирным жителям в город Лисичанск, город Рубежное. Туда уже мы направляем более, ну, то, что необходимо, то, что люди приносят сами. Это продукты первой необходимости, средства личной гигиены, также одежда, детские вещи, детское питание, да, то, что вот необходимо на данный момент. Ну и также стоит отметить, конечно же, эти детские письма. Наши школьники, волонтеры, студенты младших курсов колледжей учились, также приносят эти письма, очень просят, чтобы мы их передавали. И для бойцов действительно, я тоже соглашусь с коллегами, действительно это очень важно, потому что те эмоции, которые они испытывают, когда мы видим при передаче этих писем вместе с гуманитарной помощью, это действительно ни с чем не сравнить. Как будто как с семьей, да, пообщался, наверное. Как будто дома побывал, говорят они, да. Как будто дома побывал, когда прочитаешь это письмо. Вот по поводу гуманитарной помощи, Зуфар, как-то бойцы
Я понимаю, что получают. Вообще, какая реакция? Спасибо всегда, либо уже как-то привыкли. Татарстан ежедневно практически грузы уходят. Там и от партии «Единая Россия», и Ардемия наша, и, в общем-то, главы возят бесконечно. Есть какая-то вот определенная реакция? Да, само собой. И считается ли, что татарстанские бойцы там лучше всех экипированные и... Само собой, они каждый раз благодарны, они даже вот их не просишь, да, они уже говорят, можно, вот мы скажем, там произнесем благодарность всем. Вот. Сначала там называли там и правительство Раиса, да, теперь уже просто, всем, вот всей республике, и всем частным лицам, да, и общественным организациям. Там ведь уже речь идет не просто там то, что вначале было, да, про еду, там, про тушенку со сгущенкой. Сейчас уже именно вот адресно, как вот Анна сказала, именно то, что нужно для ведения боевых действий, для защиты, скажем так, не только одежда, опять же, не только еда. Они всегда благодарны. И, да, насчет Татарстана много раз слышал, что бойцы вот соседних, скажем так, подразделений, которые из других регионов России, они говорят, так по-белому, по-хорошему так завидуют нашим татарстанцам. Иногда приходят там в гости, говорят, поделитесь, естественно, наше все делится. Да. Наш Чак-Чак там, по-моему, уже всем фронтам известен. То есть это там тоже уже некий бренд, да? Мы же разговаривали сейчас, Владислав Валентинович, с вами, что для вас это была новая структура. Но насколько в этом году было серьезное внимание как раз контрактной службе, и даже не тоже контрактной службе, вот в этом плане с фондом похоже, по принципу одного окна, здесь и сейчас. Если человек горит желанием, готов защищать Родину, максимально упростить все процедуры. Вот каким образом... Знаю, что еженедельно порядка 100, по-моему, кандидатов приходят, да? Как сегодня выстроена работа в центре Батыра, насколько вот межведомственное тоже взаимодействие, насколько получается, вот если сегодня человек изъявил желание, сколько ему придется ждать? Мы помним, на начальном этапе были проблемы, там пока здесь оформится человек, пока здесь. Что сегодня для контрактников, какие условия? Какие льготы сохраняются точно так же? На сегодняшний день, если человек, как вы сказали, сегодня изъявляет желание заключить контракт, он приходит к нам, проходит процедуру оформления, то есть формирование личного дела. Мы проводим ему медицинскую комиссию. К вечеру мы получаем заключение медицинской комиссии. Уже к вечеру? К вечеру, да. Вечером мы формируем личное дело, то есть сшиваем его. Утром человек уже попадает в приказ. То есть с утра он фактически уже является военнослужащим по контракту. Вам же есть с чем сравнить? А вот буквально, 3, 4, 5 лет назад, если человек изъявлял желание поступить на контрактную службу, сколько это занимало по времени? Раньше, чтобы собрать все справки, необходимые анализы, вы сами понимаете, то есть наркологический диспансер – это одна организация, туда пришел, там очередь простоял. Психиатрический диспансер… не факт, что попал, да. Да, это другая организация, опять там своя очередь, время для получения справки, для проверки базы данных, это все занимало определенное время, то есть у человека уходило более месяца для того, чтобы собрать все необходимые анализы. Вот наш центр для этого и создали, чтобы упростить процедуру оформления. Поэтому мы, говоря про взаимодействие со всеми структурами, да, медицинская организация, в частности 16-я горбольница, на базе которой мы проводим медицинское обследование, это просто ребята делают все возможное и невозможное. Анализы за один день, СПИД-центр, кровь получает от нас до обеда, после обеда результаты нам готовы. Никаких в процедуре оформления никаких проблем не возникает. Как я уже сказал, утром уже издается приказ на пункте отбора на военную службу по контракту, подбирается должность, звонок кандидату, уточняют готовность убытия, в какую отправку он готов уехать. Там, в среду-субботу у нас обычно отправки производят. Вот человек изъявляет желание, определяет дату, все, к этой дате он приезжает на пункт отправки, и на этом процедура заканчивается. Что касается взаимодействия с МВД, тоже никаких проблем нет. В обед мы привезли запрос на наличие отсутствия судимости у человека. Через час мы получили ответ. Вот бы так госуслуги, все остальное работало. Да. То есть Федеральная служба судебных приставов тоже по приостановлению исполнительских производств тоже никаких проблем нет. Заявление, все в автоматическом режиме. Человек у нас в центре пишет заявление, мы пересылаем туда, все об этом. Есть аналоги таких центров по России? Есть и во всех крупных городах Российской Федерации наши центры такие есть. Они именно и создавались для того, чтобы, как я уже сказал, упростить эту процедуру. Налаженное взаимодействие, как единый центр
скажем так, организации всего взаимодействия, это центр, вся информация стекается туда, все формируется там. Как много кандидатов, в принципе, сегодня приходит? Насколько сегодня меры поддержки, которые, достаточно ли их сегодня, которые предоставляются контрактникам, в том числе от республики? На сегодняшний день все военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны, они, естественно, пользуются всеми правами и льготами военнослужащих. Это и возможность получения жилья за счет Министерства обороны через ипотечную систему. Да, это и медицинское обслуживание бесплатное, и, то есть реабилитация бесплатная, обслуживание медицинское бесплатное. То есть это и денежное довольствие, безусловно, обеспечивается. То есть на сегодняшний день, кто убывает в зону специальной военной операции, заработная плата минимальная — это 210 тысяч рублей. Выплаты, единовременные выплаты, да, то есть за подписание контракта, это от Министерства обороны 195 тысяч. Да. На сегодняшний день правительство Республики Татарстан от ДСАФ выплачивает 205 тысяч рублей. 200 тысяч рублей – это от мэрии города непосредственно каждому человеку, изъявившему желание заключить контракт. В общем, там где-то под 900, наверное, тысяч. Даже до 600 тысяч общей суммы, да, получается. До 600 тысяч, не считая заработной платы, для денежного удовольствия, которое они будут получать. Хорошо. А вы также еще были участником телемарафона, проводил Татмедиа совместно с ТНВ. Это 12 часов в прямом эфире, как раз рассказывали о том, как поступить на контрактную службу, как заключить контракт. Вот насколько такие, мы называли это патриотическая акция, потому что мы понимали, что люди готовы, но просто иногда некоторые не понимают, как это сделать, да, как совершить, как сделать первый шаг. Насколько вот такие акции в принципе востребованы. Это тоже было открытием. Для нас, это тоже был вот переломный для нас, наверное, год, потому что мы 12 часов в прямом эфире, были иногда такие очень масштабные события, но чтобы вот так и конкретно на одну тему, для нас это был тоже свой хороший такой поступок и наше большое событие. Насколько это важно и нужно сегодня? Вот такие. Безусловно, это нужно. И вот этот телемарафон, который мы провели, он, безусловно, расширил границы, скажем так, для людей, желающих. То есть понимание у людей стало намного больше. Все темы, абсолютно все темы были раскрыты на этом телемарафоне. То есть обсудили все, что в одной. И гарантии, и довольствие денежное, и обеспечение, и льготы семьям. Все было обсуждено. То есть у людей уже возникло четкое понимание того, что его ждет в случае выбора, скажем так, пути военной службы по контракту. Акции такие нужны, безусловно, потому что, может быть, плакатов и рекламы, которые не всегда достаточно, да, не всегда люди, может быть, обращают внимание ввиду своей занятости. Что человек идет с работы, он устал, он уже... Да? Вот опять мы говорим о личном индивидуальном подходе к каждому. Да. Зуфар, ты тоже участвовал в марафоне? Вот... Да, в первую очередь мы увидели, что масштабность, да, сколько людей все-таки задействовано в этом процессе, помощи. Да, вот если 12 часов, там буквально каждые 10-15 минут менялись люди, участники, то есть вот не знаю, сколько там было человек, участников, и действительно разносторонние. Это были и главы районов, да, которые тоже сами ездят вместе с гуманитарными колоннами. Это были военнослужащие, которые буквально вот приехали в отпуск, нашли все-таки, да, время посетить этот телемарафон, за что им тоже спасибо, потому что видел там знакомых людей, с которыми общались там на боевых позициях. Ну и само собой, да, то есть объясняли людям, куда идти при желании, да, подписать контракт. Очень, хороший пример, я думаю. Наверное, надо повторять. Наверное, надо повторить, да. Я думаю, что он в ближайшее время ожидается. Гузель Лебисовна, на ваш взгляд, вы тоже были участником этого марафона. Для вас вот это, насколько вы оценили его важность? Это упростило где-то даже вам работу во многом или нет? В определенной степени, да, и я поняла, что более активно люди начали обращаться в адрес социальных координаторов за более подробной информацией. Вот это вот идея информирования людей, да, вот в нашем случае, чем мы в основном занимаемся, мы не занимаемся контрактной службой, мы занимаемся разъяснением и оказанием содействия получения тех мер поддержки, социальной поддержки, медицинской, юридической, психологической, на которые сегодня могут рассчитывать и сами
ребят, участники специальной военной операции, их семьи. Вот это информирование, оно очень важно. И вообще с тех пор очень многие возможности, дополнительных возможностей информирования такого у нас в республике открылось. Появился чат-бот соответствующие, зайдя на который можно уже посмотреть, ознакомиться с основными мерами поддержки, провалиться в эти меры поддержки, да, посмотреть, насколько они, конкретные люди, подпадают под ту или иную категорию, имеющую на портал на них единый, право. да, забота о Появился своих. сайт «Забота о своих». Сегодня 117 номер телефона тоже активно работает в Республике Татарстан. Сотрудники нашего фонда тоже активно ко всем этим информационным системам подключены и дают очень активно, консультируют, дают информацию людям о тех мерах поддержки, которые сегодня существуют. Поэтому это тот ресурс, которым, конечно, нужно пользоваться, если остаются вопросы или если где-то что-то не получается, чего-то добиться. Конечно, я призываю сегодня обращаться к тем сотрудникам, которые для этого специально созданы, работают и готовы оказать помощь. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, а потом узнаем, что кроме котов отправляют еще на фронт нурлатцы. Мы продолжаем обсуждать итоги года, как Татарстан поддерживает наших бойцов в зоне СВО, жителей новых регионов. Мы сейчас все-таки обращаемся к Нурлату, который нам сегодня рассказал, что он туда котов отправляет, буржуйки отправляет, что жены шьют, дети рисуют, да, то есть выстроили там в работу такой этот клуб, что весь район занимается поддержкой наших. Как отправлять котов? Вот хороший вопрос был во время рекламы. Как вы их туда доставляете? Вопрос так у нас быстро возник, потому что у нас ребята с боевого братства ездят, уже где-то 14-15 раз они ездили. Потом Коробка добра отправляет, потом Владимир Морозов катается постоянно с Нижнекамскими, с Мирей Котенковым, с Володей Котенковым. В общем, все работают. И сейчас, в общем, настала такая тема, ну вот мы сидим и обсуждаем, ну а как же вот этих мышей избавиться? Мы посмотрели вот этот видеоролик, а это же действительно, там они покоя не дают нашим ребятам. Я раньше читал статью, как казанские коты спасли Эрмитаж. Так. Вот. И думаю, а почему бы не отправлять туда котов? Ведь очень много котят-то. И действительно мы подумали, я позвонил одному товарищу, я говорю, сделаешь клетку? Он, да, материал нет, приезжай ко мне. Я говорю, ДСП, да, в общем, дал ему СП. Он сделал клетку, привез, в общем, мы поставили дома с Еленой Алексеевной. И котят туда начали приучать. Где котята взяли? Кошку хотел не выкидывать же их. 4 котенка. Вот потом, что пока привезли Дом дружбы народов, там что добавили двух котят. И ребята в спальники их погрузили в спальник. И на фуре отправили, забрали. Но ребят клетку оставили, потому что мы будем ходить на задание. Не дай бог где-то что, не дай бог выстрел будут бояться, просто-напросто вставляют их в клетки. Но сейчас уже вот следующий заезд. Уже будет отправляться около 12 котиков у нас уже подготовленных есть. Просто сделаем клетку. Будем их постепенно, чтобы они приучались, привыкали. Владимир Сергеевич, а как, в принципе, вот вы сейчас как раз мы говорили, жены, да, дети, школьники ваши, то есть вы все объединились? Ну, объединились, время-то, нужда-то объединяет всегда человека. Тут уже каким образом удается? Не смотрят ни на какие проблемы. Ну, с женой это понятно, Владимир Сергеевич, что убеждаете ее. Да. А вот как остальных? То есть какие слова находите? Или это какая-то вот... Или у всех одно большое желание помочь? У всех одно. В какую бы организацию не обращался, у меня очень много друзей. Все мои хулиганы-двоечники, я раньше был педагогом, все мои хулиганы-двоечники, никто в тюрьму не попал, никто не утедел, они все человечные, конкретные ребята. У всех хорошие специалисты, у всех работ, приходишь, говорит, слушай, надо помочь. Он говорит, так, сколько? Вот столько. Хорошо. Потому что покупаем металл, в общем, изготавливаем буржуйки, потому что из газового баллона разрезаем его, крышки надо делать, ножки надо делать, решетки. Просто на газовый баллон давайте сделаем что? Сбоку приварим щечки, там наложим камней. Буржуйка, когда нагревается, тепло отдает. Аккумулятор-то большой, ставится 60-литровый бачок. Сверху площадку сделал на газовый баллон, ставится 60-литровый бачок. Они помылись, убрали этот бачок, поставили сковородку, нарезали картошки. Все, греется. А вот ко мне идет тепло. Открывает занавеску, типа банник. Открывает тепло, идет блиндаж, и тепло, и пахнет все, и все хорошо. Вот, стараемся. Потом насчет ватных штанов, мы же столь матрасов не наберем же. Вот логически рассудить, прикиньте, раненых очень много. Это говорить уже нечего говорить даже.
просто штаны ватные разрезает, у нефтяников спецовка всегда есть. В год раз дают ватники. Их у каждого, но прачка есть, вот дал, постираю, нам же ватник получается разовые ватники. Просто их разрезаем, под бойца, под раненого подкладывают на носилку. Он уже не на голых носилках лежит. Потому что у нас от переохлаждения очень много, ребят. Ну да, главное кота это уберечь. Владимир Сергеевич, все-таки интересные идеи рождаются. И вот причем из бытовых, да, подручных средств понимаем, какую активную помощь можно оказать. Это не только мои идеи нашей команды. Ведь с ребятами общаюсь, вот, спрашивают: Сергей, ты что отправил? Вот, блин, а если вот так сделать? Давай. Я говорю, газовых баллонов нет. Слушай, говорит, а если под фреон подойдет? Я говорю, почему не? Давайте попробуем. Фреон, легкий бачок, 13-литровый. Вырезаем дверку. 10 на 17 снизу дверка. Теперь сбоку ставишь отвод на 60. Ставишь площадку. Ручку убираешь, ставишь площадку. Ручку привариваешь сбоку. И? Можно топить газетами. Обыкновенная газета, комкаешь газеты, толкаешь туда. Тонкий металл. И Кулибин у нас появился, Владимир Сергеевич, да, извините. Тонкий металл. Да. Потому что, почему я взял, у меня в основном в моем отряде есть буржуйка, потому что мы приобрели ее давно. У нас 3-комнатная 6-местная палатка, мы ее газетами забиваем. Как поисковики, вы всю эту историю на себе прочувствовали, понимаете, что хотите. Да. Ага, Владимир Сергеевич, извините, что перебью, да, спасибо большое. Можно смело жить, еще проговорим. Гузель Ибисовна, все-таки мы знаем, что бывают у нас специфические проблемы. Да, это не просто вот получить медпомощь или оформить документы, или узнать о денежных выплатах. Например, один из подопечных вашего фонда, сейчас он на коляске, начал учиться водить машину. И нужно было найти соответствующие курсы и автомобиль для обучения. Это тоже оказалось, не простой, не рядовой, не просто подал документы. Да? Индивидуально, конечно, запросы под протезы, под определенные запросы, с которыми приехал боец уже оттуда. Вот как нестандартные проблемы решаете? То есть в этой ситуации же просто одним кликом не получается, я думаю. Вы совершенно правильно отметили вот эту особенность нашей деятельности. Нам вот пытаться какие-то единые алгоритмы или кейсы решения каких-то типовых задач, мы поняли, изобретать вот бессмысленно, потому что каждая ситуация, она очень глубоко индивидуальна, и нужен все равно индивидуальный такой особый подход. Поэтому в каждом конкретном случае занимаемся очень персонально. У нас и сопровождение это называется. То есть, когда мы сопровождаем нашего ветерана, либо его семью, у нас называется персональное сопровождение. Да? К примеру, если это запрос есть у ветерана боевых действий, да, с инвалидностью, естественно, изучается вопрос, насколько обеспечен техническими средствами реабилитации. Если обеспечен, то когда последует замена. И мы должны быть готовы к этой замене и к этому моменту уметь предложить уже что-то. Нужно изучить реабилитационный потенциал каждого такого человека, да, с точки зрения в том числе и вовлечения его в адаптивные виды спорта. Желания, возможности, физиологические возможности, подобрать соответствующего тренера. И что очень важно, через наш фонд есть возможность приобретения соответствующих спортивных технических средств реабилитации. Поэтому в этом направлении двигаемся. Есть возможность адаптации жилых помещений под особенности ребят с ограниченными возможностями здоровья. И это тоже та программа, которая реализуется по линии нашего фонда «Защитники Отечества». К сожалению, есть ребята, которые сегодня в этом нуждаются. И вот эта вот возможность сегодня адаптировать свое жилое помещение под особенности, возможности, особенности развития человека, это тоже представляется очень важным. Безусловно, особая тема, конечно, это оказание психологической помощи. Да? Ни для кого не секрет, что любой, конечно, человек, который пережил ситуацию участия в военных действиях, бесследно это для психики не происходит, для кого-то более глубоко, для кого-то менее травматично это все происходит. Но посттравматическое стрессовое расстройство, вот такое слово теперь уже мы, такой диагноз знаем, да, эта тема такая очень актуальная. И на сегодняшний день очень большие усилия делаются по подготовке медицинских психологов, которые бы специализировались на этой очень узкой, очень непростой теме. Да? И, по сути, сегодня всем бойцам, всем ребятам, возвращающимся оттуда, в том числе и находящимся в период отпусков, предлагаются услуги медицинского психолога для выхода из этой непростой психологической ситуации, в том числе и членам семей. Иногда они к нам приходят, когда вернувшийся домой даже на период отпуска близкий человек становится
другим, он ведет себя по-другому, реагирует по-другому на детей, там, на какие-то привычные вещи. И члены семьи оказываются в некоторой растерянности, что, собственно говоря, да, происходит и как с этим быть. И когда они общаются с профессиональным психологом, который объясняет, что происходит с их близким человеком, конечно, им становится намного проще, они с пониманием относятся к его состоянию, и вот эта поддержка семьи в этой непростой ситуации тоже бывает очень важной. Еще один момент, о котором мы сегодня не проговаривали, как мы помогаем восстанавливать города. Да, Лисичанск, Рубежная. К приему тепла сейчас, вот Зуфар привез последний материал, 100 домов в Лисичанске, энергетики вернули электричество в один из крупных городов, районов города. Гуманитарки доставлено свыше 2000 тонн продовольствия. Вот, во-первых, по гуманитарке, я так понимаю, детей там много, да? Вот сейчас туда едут новогодние подарки. Что, как правило, жителям нужно? Что отправлять чаще всего и насколько вот такие тоже трогательные, может быть, новогодние подарки? Что еще? Ну, в основном продукты отправляют, которые легко в приготовлении, у которого долгий срок хранения и которые легко в приготовлении. Конечно, опять же, сезонные вещи, ну и детское питание. Детское питание – это то, что необходимо. К Новому году, конечно же, мы доставили уже сегодня, в среду были доставлены новогодние подарки для детей. То есть это не только дети тех военнослужащих, которые задействованы в зоне специальной военной операции, но это, в принципе, дети, которые проживают на данный момент на территории города Лисичанска, города Рубежная. Подарки абсолютно разные. Подарки закупали и главы наших муниципальных образований, правительства республики, просто общественные организации, которые хотели помочь. То есть это и сладкие подарки, и даже велосипеды, и ролики. То есть все необходимые, чтобы дети никак не чувствовали себя ограниченными, чтобы они могли и заниматься спортом точно так же, как и все, и досугово проводить время. То есть в таком формате такие подарки отправляются. Ну и также, конечно же, средства личной гигиены отправляем на постоянной основе. Но и стоит отметить, что действительно много общественных организаций, кто занимается именно доставкой такой помощи. Это организации «Добрая Казань», и наше Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ну и мы, по мере того, как у нас набирается та необходимая гуманитарная помощь, которую в зону специальной военной операции в данный заход не поедет, тоже, следовательно, отправляется колоннами в Лисичанск, Рубежная. Зуфар, как восстанавливают? Я понимаю, что города в достаточно плачевном состоянии, да? Конечно. Ну, вот в первую очередь хотел сказать, да, по поводу вот этой помощи. На самом деле очень много волонтерских организаций, независимых, скажем так, и как тут люди сами группируются. Вот каждую неделю буквально на меня выходят и говорят, у нас вот тоже вот такая группа есть, давайте расскажем. По возможности будем, конечно, всех показывать, да. Ездят туда, вот буквально собрали там маленькую там газельку, отвезли не только в Лисичанск, Рубежную, вот бойцам нашим, естественно. Опять же, тоже по запросу, и вот, это и дроны, и антидроновые оружие, коллиматоры, да, тепловизоры, все вот эти вот специфические вещи. Люди скидываются деньгами, приносят там вещи, и все это отвозят. По поводу Лисичанска, Рубежного, вот нам в Рубежном, да, директор одной школы хвасталась в первую очередь тем, что вот привезли к новому учебному году, да, вот эти вот наборы, ученические рюкзаки полные, причем для разного возраста, да, там для первоклашек, для среднего класса. А там есть где купить вообще рюкзак? Там вот сейчас хотя бы продукты есть где купить. В первый раз, когда мы поехали, там не было ничего вообще. Сейчас хотя бы, да, открылись там пару магазинов. По словам Евгения Анатольевича Варакина, там даже 3 кафе открылись, парикмахерские. В прошлом году не было вообще ничего, ни света, ни газа, там, ни тепла, ничего. Сейчас вот газом, говорят, обеспечили все 100%, да, свет так еле-еле где-то есть, с водой еще проблемы, ну, тепло вот начинает пускать. Буквально вот тоже вот в начале декабря ездили, там уже, ну, если вот в прошлом декабре какие-то отделочные работы могли себе позволить, да, где-то окна закрыть пленкой, потому что стеклом бесполезно, прилеты постоянные и выбивает. Крыши залатать, то есть так, чтобы не было снаружи видно, внутренней работы больше, то сейчас уже так вот, по крайней мере, вот наши энергетики, они 6 километров провели электропроводки, да, по чистому полю, то есть буквально вкапывали столбы, сначала там шли саперы, все это проверяли, да, потом уже вот эти столбы, то есть вот они рассказывают, мы, говорят, залезаем там на столб, чтобы вот это все это вот сделать, и видим там километрах в нескольких идут разрывы, там и идут бои. То есть это такой непосредственной близости, Рубежная еще ближе к линии боевого соприкосновения, Лисичанск сейчас более-менее спокойнее стал, но все равно там что-то есть, что-то прилетает периодически.
И тоже не могу не сказать еще раз, да, про наших волонтеров из набережных Челнов, которые буквально там с октября прошлого года, да, кашеварят. С утра там они буквально в 4 часа утра выезжают из Луганска, едут в Лисичанск, потому что в Лисичанске жить негде, там ни гостиницы, ни снять квартиру невозможно, хотя много пустующих. И вот кормят людей буквально вот горячей кашкой, да, там перловкой, вот этой гречкой с тушенкой, по 5000 порций в день, это уже всем известно, более 2 миллионов уже порций сделано за этот год. И вот они каждый день это делают, и на это есть спрос, потому что много стариков осталось, которые не могут себе позволить приготовить что-то не на чем, не из чего было, да. Сейчас, по крайней мере, уже более-менее получше становится, и ребята говорят, что они уже возят туда ближе к линии фронта, уже не только в Лисичанск и Рубежное, кормят там уже, где людям Татарстан совсем негде. уже знают в Лисичанске? Татарстан, да, уже. Знаете, даже в одном вот гуманитарном центре мы увидели так, проезжали мимо, ну, с этими волонтерами ехали, конкретно в этот центр, и видим, там крупно написано «Татарстанки нет». Интересно стало, да? Потом узнаю, то есть уже такое понятие есть «Татарстанка». То есть есть общая гуманитарная помощь, которая федеральная приходит, и вот отдельно еще от Татарстана дополнительная. То есть и приходят, говорят, спрашивают, есть Татарстанка, нет Татарстанки. Когда есть, там, конечно, это особый спрос, очереди там постоянно выстраиваются. Фар, пора книгу писать со всеми этими историями, потому что интересные события. Но при этом это опять показатель того, что вся республика... Вот это и есть, наверное, патриотизм, да? Когда все вот так вместе восстанавливают, помогают. Да, вот эта вот общая беда объединяет людей. Вот когда люди поступают на контрактную службу, насколько патриотизм сегодня тоже присутствует? Мы же понимаем, что финансовый выплат – это одно. Не каждый придет только ради денег. Безусловно, основная составляющая выбора людей похода на военную службу по контракту, да, выбор военной службы по контракту – это, естественно, патриотизм. Да, естественно, заработная плата, заработок, он тоже имеет место быть. Потому что обеспечивать семью нужно в этот момент, да. То есть кормилец уезжает, семья остается здесь, ее в любом случае надо обеспечивать. Ну, безусловно, разговаривают с ребятами, которые приходят оформляться на военную службу по контракту. Цель одна – это помочь. Я считаю, что я там нужен. Я долго думал, я осознал, я созрел. Я должен пойти туда. Вот такие основные ключевые фразы, которые используют в общении, мотивируя свой выбор военной службы по контракту. Хорошо, спасибо. И все-таки в завершении программы мне хочется, чтобы мы, наверное, если сегодня есть возможность сказать спасибо тем, кому мы хотим, возможно, поименно. Вот сейчас будет у каждого возможность, не особо такая длинная будет речь. И, возможно, какие-то пожелания в наступающем новом году бойцам, жителям новых территорий. Кому хотите, тот, кто связан вот в этом большом-большом движении, пусть назовем его «Помощь рядом», да? Пусть будет это так. С вас начнем. Ну, в первую очередь, хочется поблагодарить, конечно же, наших военнослужащих. Мы гордимся вами, мы действительно стараемся всеми силами вас поддерживать, всеми силами помогать. И огромное спасибо вашим семьям, которые остаются с вами, которые каждый день думают о вас и тем самым приближают нашу победу. Ну и, конечно, всем жителям нашей республики, нашей страны желаю мирного неба над головой и, самое главное, здоровья. Спасибо, Зуфар. Тоже в первую очередь, конечно, бойцам. Хочется сказать спасибо за то, что они там делают. Несмотря на то, что сильно устали, они все равно, то есть боевой дух у них высокий, чувство патриотизма видно, то есть вот идейные люди, вот нам, не знаю, везло, не везло, но вот именно вот идейные мужики, которые вот не просто там за деньгами пришли, да, за какими-то льготами, а вот это же наша страна, почему? Мы не хотим, чтобы вот это все пришло к нам. То есть вот с такими мыслями они там, поэтому в первую очередь спасибо им. Ну и спасибо тем, кто все-таки тоже вот объединился, да, вот как я начал говорить, как-то вот эта вот общая тема, общая беда, да, объединила вообще всю Россию, и волонтерские движения, и самих бойцов, и те же самые письма, открытки, да, детские. Ну, хочется, конечно, да, чтобы все вернулись вовремя домой, живыми, здоровыми, чтобы, семьи дождались наших ребят. Спасибо, Владимир Сергеевич. Поскольку я работаю с предпринимателем, с руководителем предприятия, потому что везде нужны материалы, ценности. В общем, хочу поблагодарить управляющую компанию «Системы сервиса», откуда я ушел на пенсию, директора Мухамедьярова и Дара Рустамовича. Кроме того, Тухватуллинов Ханис Джамильевич, который постоянно вкладывает свои средства, покупает материалы. Потом Шарапова Рамиль Шакировича,
Абдулганеева, Радик Хасанович. Ну, можно очень много продолжать список, потому что ребята помогают организации. Скажите всем очень много. спасибо, Владимир Сергеевич. Тут не Спасибо перечислить, всем. всех не перечислить. И хочу передать солдатам большой привет. Ребята, держитесь, победа будет за нами. Что от нас зависит, мы все сделаем, приложим усилия, просто будем друг за дружку держаться, потому что в это нужное время нас беда сплочает всех вместе. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Владислав Валентинович. коротко, если Безусловно, пожалуйста. хочу выразить огромную благодарность это ребятам, которые участвуют в специальной военной операции. Хочу пожелать им терпения в первую очередь. Держитесь, да, как сказал оппонент предыдущий. В любом случае, победа будет за нами. Мы все сможем, мы выдержим. Чем можем в тылу, мы здесь вас поддержим. Спасибо. Гузель Бессонова. Знаете, прежде всего, конечно, я не буду здесь оригинально. Спасибо тем мужественным, сильным людям, которые сегодня приняли на себя главный удар по защите всех нас. Это надо понимать. Поэтому спасибо им, спасибо их семьям, женам, матерям. Это очень большая армия поддержки. Я бы хотела, конечно, обратиться вообще ко всем нашим согражданам, потому что именно наша поддержка всего общества, сочувствие, сопереживание вот нашим ребятам и этим семьям, она очень важна. Мы не живем разными жизнями в параллельных мирах. Мы все сегодня живем одним событием, которое всех нас объединяет. Это то, что сегодня находится в зоне специальной военной операции. И если наши ребята будут чувствовать эту поддержку, конечно, они будут сильнее, они будут нам благодарнее. Я хочу, чтобы в этом году, 2024 году, у нашего фонда было много работы. Чтобы наши ребята вернулись, чтобы каждая семья дождалась своего героя. И чтобы специальная военная операция стала историей. Я благодарю всех экспертов. Вас с наступающим Новым годом. Спасибо всему Татарстану за такую помощь, взаимовыручку и поддержку. Всего доброго, до свидания.